Сегодня мы пригласили Артема Эдуардовича, чтобы показать наше предприятие, показать оборудование, которое было приобретено на средства фонда. Средства были затрачены еще на реконструкцию. И сейчас вот благодаря этому финансированию мы работаем. Сегодня по приглашению директора компании Кимин-Текс Садбакасова Чингиза мы посмотрели швейное производство в городе Кимин. Проект был поддержан Российско-Крымским фондом развития в 2023 году. На текущий момент предприятие полностью укомплектовано современным швейным оборудованием, швейными машинками, раскроечными автоматами, автоматами лазерной резки, что позволяет шивать высококачественную женскую верхнюю одежду, и 100% продукции предприятия экспортируется на рынки Российской Федерации и Евразийского экономического союза. Вот эти все мелкие детали, они прошиваются по заданному контуру на этих вот автоматах. У нас сейчас персонал около 70 человек. Полные загрузки у нас, когда зимние товары отшиваются, там у нас около 90 человек работает. Мы специализируемся на верхней одежде. Это плащи, куртки, зимние, весенние, осенние, разные. Благодаря фонду мы можем производить еще больше. Российско-Крымский фонд развития уже профинансировал более 150 проектов швейной отрасли на сумму 37 миллионов долларов. И ежегодно количество этих проектов увеличивается. Сейчас швейные производства активно развиваются в регионах республики, что позволяет создавать дополнительные рабочие места для местного населения. И для Российско-Крымского фонда развития важно создание условий для всех категорий предпринимателей. Мы видим, что не только крупные заводы стимулируют развитие экономического благосостояния регионов, но и проекты в сфере малого и среднего предпринимательства объемом финансирования до 100-200 тысяч долларов позволяют создавать новые рабочие места и увеличивать экспортный потенциал Кыргызской республики.